Равшан. Здесь и лучший бомбардир на данный момент Назим Бабаджанов. Правда, он сегодня в запасе. Здесь Бахтиер Зарипов. Не так уверены еще. Две команды с одинаковым количеством очков. Соответственно, у Равшана пока промежуточные 4-5 места. Для белградского ИМТ, команды, которая, ну, не так здорово футболистам накануне вот этого турнира, ну, пораньше еще, я имею в виду, конечно, по окончании предыдущего чемпионата. И, в общем, молодые, юные резервисты должны себя показать на 99%, продемонстрировать свою готовность играть в основном. Жарко, хотя в любом случае еще все-таки солнце припекает, но благо есть спасительный ветерок. Вот они, зрители, болельщики. За Равшана внушительная аудитория болела в воскресенье, что и неудивительно. Команде из Таджикистана поменьше, но в то же время вот уже и чуть больше 10 человек, которые, очевидно, о себе еще заявят, и их звонкие голоса мы... Видим мы судейскую бригаду, поэтому я ее сейчас назову, особенно учитывая, что главный судья сегодня очаровательная Марина Крупская, судья ФИФА, представляющая Екатеринбург, что вдвойне приятно. Ее помощники Андрей Филипкин, судья первой категории из Екатеринбурга, и второй помощник Марины Эдуард Шарипов из Уфы, судья первой категории. Резервный судья Антон Фролов, судья первой категории, Москва. Команды выходят на поле. Сейчас предматчевый ритуал будет проведен. И, я думаю, памятная... Дорогие друзья, прозвучали гимны Сербии и Таджикистана. И до начала матча примерно 1,5-2 минуты матча. Еще раз скажу об этом. За третье место Кубка Иннопром. Нового турнира, который, мне кажется, приживется и в последующем будет собирать еще большее количество команд-участниц. Предпосылки для этого, скорее всего, самые что ни на есть положительные. Состав таджикистанского Равшана, который представляет город Куляб. Ворота защищает Салам Ашурмамадов, номер 32. Запасные игроки на ваших экранах. Полевые игроки, которые начнут этот матч с первых секунд. Номер 74 Сарбон Гиосов, номер 17 Бахтиер Зарипов. Еще раз судейскую бригаду мы можем не только видеть, но и убедиться, что не было ошибок в представлении судейской бригады. Далее по составу команды из Таджикистана. 31 номер Масрур Киемудинов, номер 77 Джамшед Махсумов, номер 2 Кристиан Мочич, номер 22 Халмурод Назаров, номер 15 Самуэл Афори, номер 11 Мухаммадчон Рахимов, номер 69 Мухаммад Раби Рахматуллоев, номер 29 Алисбек Хаитов. Состав команды ИМТ вы тоже уже увидели, включая запасных игроков. Вот она, церемония фотографирования на память, которая еще немного нас с вами отодвигает от готовности команд к матчу за третье место Кубка Иннопром. О запасных игроках, я думаю, что будем говорить по мере необходимости, когда будут замены. А теперь к составу сербской команды ИМТ.
Ворота будет защищать Виктор Плавич. Полевые игроки: номер 5 Джордж Басанович, номер 35 Урос Вукасинович, номер 45 Андрей Вукманович, номер 15 Матея Вукаманович, который предыдущий матч против Кызылкума начинал в запасе. Далее номер 6 Урос Донбасс, номер 4 Марко Ильич, капитан команды, номер 10 Владан Милославлев. Причем был он под 20-м номером в первом матче. Поменял ли он игровой номер или просто какая-то неточность? Посмотрим, под каким номером он играет. Я уверен, мы его в самом начале идентифицируем, потому что он очень заряжен на борьбу. Он такой, скажем, немножечко заигрывающийся футболист. И наверняка в этом мы с вами убедимся. Пока наблюдаем, как готовится к началу матча голкипер. На игровой форме. Вот, но я думаю, что не будем мы расстраиваться по поводу того, что не смог я назвать голкипера при всем желании. Главное, это итог сегодняшнего матча, те эмоции, которые получили болельщики, зрители. И третье место Кубка Иннопром завоевала команда Равшан Куляб, Таджикистан. Мы поздравляем игроков, тренеров, руководство этого клуба, ну и, разумеется, всех, кто болел за Равшан. И благодарим за игру, за выступление в Екатеринбурге команду ИМТ из Сербии. На этом я с вами, дорогие друзья, прощаюсь. Автор первого мяча Самуэль Афори был нам показан крупным планом. Ну а затем, напомню еще разок, от Левшан. И до встречи завтра, уважаемые болельщики, поклонники футбола, на главном матче Кубка Иннопрома, в котором примут участие Урал-Екатеринбург, Россия-Кызылкум, Левшан, Узбекистан. Все самое интересное и не только, еще яркие моменты в этой подборке для тех, кто хочет еще немножечко посмотреть футбол. Ну что ж, всем классного вечера и всех приглашаю завтра на Екатеринбург-арену. Будьте здоровы!
заканчивается матч за третий раз вместе с нами. Увидимся на следующих.